Ни одного человека. Я не знаю такой команды. Командир взвода, кто приказ дал? Поднимите здесь. Сейчас расстреляем здесь на месте. Кто дал команду? Пусть поднимется здесь кто-нибудь. Надо из вас каждого пятого вывести и расстрелять здесь. Это будет пример для всех. Что вы делаете? И скажите, если вы не хотите, бросьте все. Не дурачьте нам голову. Скажите, что вы не хотите. Не можете. Боитесь, скажите. Что же вы делаете? Неужели вы не понимаете, в каком мы положении? Вы же раком сейчас будете пятиться назад. Не понимаете, если вперед не пойдете? Что же вы делаете? Что? Вы же в бою еще не побывали. 70% раненых кто такие? Осколочные ранения. Где пулевые? Вы противника в глаза не видели еще. Что же вы? Что, неужели вы порода труса? Все у вас есть. Все, что вам необходимо было. Вооружены до зубов. Для чего это надо? Чтобы в городе ходить? Но вы поймите, вы же 5 лет назад одну гору взяли, вернулись обратно. Второй раз взяли, вернулись обратно. Это же не детские игры. То, что за 3 дня надо было сделать, вы делаете уже вот 8-10 лет уже занимаетесь этим. Вы что думаете, очень большие успехи там? Оглашение взяли. Кто взял оглашение? Артиллерия взяла, а не вы. Кто взял Шрому? Артиллерия взяла, еще раз говорю. Так же нельзя. Вы только скажите, вот вы здесь поднимите руки, скажите. Мы готовы сложить оружие. Скажите. Я не буду убиваться, что мне это больше всех надо, что ли? Видите, как вы там погибаете? Я не спрашивал, кто есть. Я говорю все вместе, если вы хотите, для усмотрения, поднимите руки, скажите, что вы готовы сложить оружие. Я не буду убиваться, что мне? Больше всех надо, что ли? Что я за вами должен бегать? Думаем о том, как вас накормить, как вооружить, что сделать, как помочь. Ну что же? Что, неужели абхазцы это порода трусов? Скажите, что мы трусы. И сложите оружие. Никто вас не будет неволен. Насильно никто не будет гнать. Кто вас? Никто нет. Слушай, один раненый, 5 человек с ним едет. Для чего? Да потому что укрыться хотят здесь. Я так понимаю. Раненым, с раненым санитары должны ехать. А сколько там возле больницы вас? А какие геройские истории рассказывают? Я предупреждаю. Введен революционный военный трибунал. Будут расстреляны командир батальона, там кто у вас командир взвода и рядовые, которые будут бежать. Я предупреждаю. Каждого из вас это предупреждаю. Или вы скажете, что вы сдаетесь, скажите. Тогда я дам команду сдаваться. Все, сложите оружие, все. Вам, блядь, абхазцам так и дашь, чтобы пизделей вам давали по голове как следует. Заслужите этого. Что вы, трусы, что ли? Когда вы уходите, каждый из ребят, который там остается, вы же его бросаете. Неужели совесть у вас есть? Как можно бросать? Что вас отлавливает? Не позор ловить. Сейчас это показать это все. И покажут вашим родителям. Враг будет радоваться, если показать. Вы послушали, вы вчера по телевизору выступали они. Как издевались. Мы, говорят, их жалеем, этих абхазцев. Они, говорят, как зайцы бегут. Ну так и вы бежите. Неужели вы позволяете над собой так издеваться, чтобы над нами смеялись? Были бы вы безоружны, я понимаю. Вооружены же. Что, не кормят? Мать одного подходит, говорит, что брюки испачкал в грязи, сыночек пришел помыть брюки. А он там будет сидеть ждать. Слушай, это война. Кто-то кого-то убьет, кто-то останется, у кого-то брюки замажутся. Дождь пойдет, что делать? Ну вы даже это понимаете? За каждым из вас бегать, вас отлавливать. Ты пойми там, ужас, те командиры, которые наблюдают, русские, говорят, что это такое? Вы хоть один батальон дайте людей, которые могут воевать. Что это такое? А сидели на вас смотрят. Говорят, пусть они себя покажут, мы тоже покажем. Да, можно. Вот мы мертвого привезли. Мы когда в бой вступили, знаете, во сколько времени? Вот тогда его убили. Мы привезли его вдвоем. Командиру сказали, привезли сюда. Мы хотели ночью поехать, но ночью не смогли выехать. Сегодня едем туда. Моего брата тоже вчера мне сказали, что убили. Я хочу туда поехать, не здесь, чтобы записаться, или здесь складовать. Вот. Взяли все, что надо было, едем туда. Разрешите нам ехать туда. Нам надо встретиться, наш батальон там находится. Разрешаю. Можете ехать.
Если не верите, можете к нам обратиться. Давай. У нас тоже список, здесь оружие лежат, где ранены в госпитале. Чтобы у них оружие забрать и привезти в батальон. 20 человек, у нас командир батальона. Какой командир батальона? 3-го батальона. Это какой Кутели батальон? Зураб. Чей это батальон? Первая бригада. Кто командир батальона? Кутели Зураб. 3-й батальон. На Нижнем Шерестиновске. А для чего вам от раненых оружие брать? Потому что 2 числа где-то батальон находился на том стороне речки. Многие убиты, многие ранены. Оружие потерялось. Ты что, с Нижнего? Вы с Нижнего Да, участка? с Нижнего. Жулестинского участка. Отпустите. Записал ты? А остальные? С каких батальонов? Двоих убитых привезли, даже не дождались, а там ничего не пошло. Откуда вы? С Агуровки. Сугуровка, это садись. Знаем, как там в Сугуровке славно вы воевали. Из какого это командира? Из Богатыревского, что ли, это самое? Богатыря будут расстреляны. И все, кто из вас там трусил, вас тоже расстреляют. Ну, Богатырь был до конца с нами, наверное. Да, я знаю, как вы там до конца стояли. Вы, блядь, дважды залезали на гору и дважды с нее слезали. Знаю о ваших героических подвигах. Я не знаю. 1000 снарядов выпустили на горку, а вы сидели там. И не поделись вверх, рассказывая мне о своих геройских действиях. Вы тут, каждый из вас герой. Слышал я о ваших рассказах. Какие еще батальоны здесь представлены? 3-й батальон это чей? Кутели, да? А вы что здесь болтаетесь, Кутели батальон? Что на них? Кто вас отпустил? Какой? Командир взвода. Фамилия его? Мало. Прохлопно. Никто их никуда не отпускал. Никто не отпускал, естественно. Ну куда их? Посадить на машину и отправить. Где оружие? Дали, Обратно отправить. Где оружие? но на фоне. А, сдали просто для того, чтобы сюда проехать. Они готовы оружие сложить. Да, они готовы оружие сдать. С удовольствием. Что вы на меня так смотрите? Что вы хотели сказать? Хелпсен духу. Лейтенант Шарвоболица. Хабщ дочера. Да, пожалуйста. Я с артиллерии. Ты из артиллерии? Ну, к тебе какие могут быть претензии? из артиллерии? 60 человек нас было, меня отпустили на один день. Нет, ну к артиллерии у нас претензий нет. К артиллерии есть такое. Я к артиллерии никаких претензий не имею. Артиллерия тут... Тут что? Шультану чего? А какая артиллерия? Это фронт отдохнул. А, ясно. Я думаю, артиллерию надо отпустить. Ты тоже минометчик, да? Ты минометчик? Ты минометчик там. Видишь, ротный минометчик. Да, не. Вот, спасибо. Там много. Новый издали еще не 10 человек, а там было 280 батальонов, которые пытались их пробить, и были у них до конца боеприпасы. Никого бы не пропустили. Не стыдно, вы сумасшедшие! Что вы говорите? Какой мамалыгу? Вас накормят дерьмом носа. Командир одобрил, я на передовую хотел перейти. Он мне послал по военкому общению. Иди береги направление у него и, пожалуйста. Где вы стоите? На куполе. А где ваш 1200. командир батальона? Айдес. Батальон там, Гиви Ачбер. Ну? Там находится. Меня командир одобрил, то есть отпустил. Я на передовую хочу перейти. И он сказал, езжай к военкому. А что же тебе бумагу? Командиром роты. А что же он тебе бумагу не дал, что он тебя направил? Где у тебя направление? Что за разговор? Где бумага? Бумага где? Что, сам встал и поехал? Где рекомендация командира? Нет у тебя ничего. Садись. Все это разговоры. Завтра. Дух же говорит, вы смотрите. Что ли? На Рице собираться. Мы шли туда и... На Рице собирается вот, да? На Рице. Что там, купальный сезон у вас открывается? Нет, вот это Все на как Золотой берег. пацана. А что он собирается? Он должен быть там, наверху находиться. Потому что собирается, чтобы вы разбежались, как зайцы. Я самый последний спустился, я когда... А как я должен определить, ты последний спустился или первый? Меня спустили, я сам не мог идти. Ты ранен?
У меня камень попал в позвонок. У меня 2 трещины. Если я не воевал, бы мне даже слова не говорил бы никто. Я Если ты 2 раненый, раза ты должен находиться не там, а должен в больнице лежать. И я и сейчас тоже пойду, я не говорю, что не иду. Кто со мной был, знает, как был и что был, и что делал. Я же не могу Слушай, ну скажи мне правду. объяснять. Скажите мне правду. Чего мне у каждого вас выяснять? Может, действительно вы не хотите воевать, и не надо. Вы готовы сложить оружие. Я еще раз, я не шучу. Скажите, может, действительно такое положение, что вы не хотите воевать? Скажите, ну, я еще раз спрашиваю, почему вы молчите? Если вы бежите назад, как зайцы рассыпаетесь по дому, а кто там будет за вас воевать? Что там, дураки, что ли? Вы товарищей своих, предатели вы, своих товарищей бросили, сбежали вниз. Предатели самые настоящие, больше другого не знаю. А как? А как понять? А куда поднимись? А что, а как понимать? А кто тебя сюда отпустил? Не он. Что мы? Мы вдвоем вместе, извините. Мы хотели с десантом отправиться, вчера машину разгрузили, сегодня Каким собираем. десантом? Вот что на барже были. А кто какой десант? Кто вам сказал, что десант отправили? Мы 4 раза ходили, не смогли высадиться там. С баржи. Отменены всякие десанты. Оружие в руки и туда, на фронт. Пойдем, пожалуйста. Сегодня сказали, Да не собраться. пожалуйста, слушай, мне это тоже больше всех не надо. Вы поймите, чего я вас тоже уговариваю? Что вы ради меня воюете, что ли? Это тоже Да вы представьте, что творят они, эти сволочи, как они вчера выступали, как они издевались над нами. Тебя это не касается. Как они издевались над нами, я не знаю. Если вы себя, мужики, если вы себя хоть чуть-чуть уважаете. Как они издевались, что они говорили вчера? Это трусы, говорю. Они как зайцы бегут, говорю. А вот еще делаю. Сегодня Бургуля собирает нас, мы должны встретиться всей группой, потом он там определит, что почему. А Бургули что, у вас командир, что ли? Мы с баржи хотели туда поехать, и он сказал сегодня собираться. У нас много, которые разгружают, погружают. Вы успокойтесь, и больше бегать сюда не будет. По-другому у нас уже не получается. Откуда герои? Откуда? Кто такие? С какого батальона? Это который богатыря, да? Знаю, слышал о ваших геройских действиях. Ну как, мамалыгу покушали? Как у вас мамалыга? Все нормально? Горячую мамалыгу вам туда не надо подавать, на передовую? Фамилии всех состав. Я думаю, 3-й батальон, это вообще, его надо распустить. Это позорный батальон, это предатель. Распустить его надо. Пограничники как здесь оказались? Джорджу. Как оказался здесь? Вот мы тоже дома не были уже сколько сегодня утром. А сколько ты дома не был? Сколько дома не был? Ну, просто мы отпросились, отпустили нас. Я сколько- Слушай, ты что, в школе учишься, что ли? Отпросился и приехал сюда. Ну, меня командир отпустил. Сказал, Какой командир тебя? Где увольнительная? Нет у нас печати, ничего. Тебя за это надо поставить вот там и расстрелять. Ты дезертир! Почему? Садись, говори! Садись, быстренько! Садись! Дезертир ты! Еще один явится сюда без увольнительной. Вы дезертиры! Дезертиры, повторяю! Никто вы больше. Дезертиры! Вот как называется на правовом языке. Давайте всех по батальону определите, кто из каких, и обратно отправлять. Всех обратно. Не надо туда. Вы засняли их лица? Каждого в отдельности снимите. Каждого в отдельности. Пусть командиров запишут с командиров. Тех детей, у которых братья, сестры, братья, которых отцы погибли там. Их из-за них трусов расстреляли. Все, давайте всех определить, какие батальоны, все. И отправлять их всех хором, скопом туда. Под охраной. Кто-нибудь шаг сделает, стрелять на месте. Все. Позор это не надо. Поднять там! Солдаты вы!